Тау сәхіне әмдрелі олсын, дауста тегіне гүдім. Кесігі жиліне еркісті бедін, халуын арынды батырықсын. Ғашута цагигі өкнері дейлсін, хату гөжелері хәлілсін. Сертін сәрсәтін қалым ғуда, мүнегінен дұралайау. Әміне бақшутты үлігірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Сертін сәрсәтін қалым ғуда, мүнегінен дұралайау. Әміне бақшутты үлігірі бөлже, қәрта ақныран күндіям. Сақыуға діл келді аңшалан дөнір тәңкіріц қәтін. Келін ұға қарауылыс бәтігі көрскін келерін күнс қәтін. Зөрт ақныр текіні үлже ұлы сәткіләні марты ұзап. Күнде сағені қары едімгер ұчым таңшаны алды ұзап. Сертін сәрсәтін қалым ұда мүнегінен дұралайау. Әміне бақшут бөлігірі бөлже қәрта ақныран күндіям. Сертін сәрсәтін қалым ұда мүнегінен дұралайау. Әміне бақшут бөлігірі бөлже қәрта ақныран күндіям. Қошудымды тегеді сәхіні ағаратам. Дүмбірі қалымығы мана келен, дасады бос қиям. Сертін сәрсәтін қалым ұда мүнегінен дұралайау. Әміне бақшут бөлігірі бөлже қәрта ақныран күндіям. Сертін сәрсәтін қалым ұда бақшут бөлігірі бөлже қәрта ақныран күндіям. Әміне бақшут бөлігірі бөлже қәрта ақныран күндіям. Қалымығы тамшамды бос қиям. Сағы үргесі колесо времени. Амырмынды маны Бурят ФМ радио шағнықшыд. Бөде мұнодыр үйхітео соғылыр жывайныбде әні студияда маны қалмық ғылыса ерғің әлшің нырыты қалмық блогер Ларин Аранович Ильишкин ереді вайны. Ларин Аранович, амырмынды? Амырмынды мана Бурят ақнырды оныр. Бихан олхове танытта бөде орадор хорылды хыпте юнды хытыр маны әлшімні Бурят қылым оғарылығы тегет маны әлшіні халим кылындыры ему хору хатан манеш шагншетны мугарылхыгет бөде ордор хорылды хыпте. Итак, еще раз добрый день, Ларин Аранович. Сегодня у нас вы каждый день попадаете на разные диалекты, вы уже поняли. Сегодня день так называемых иркутских западных бурят. Это Осинский и Буханский районы. Это наши ихириты и булагаты в основном там проживают. Среди самых известных булагат я сейчас очень быстро вам назову, потому что когда в первой передаче вы рассказывали о союзе айратских племен, тогда вот было, что племя Булгачин тоже, да, было в составе айратских племен, и по самой распространенной версии это и есть наши булагаты, и они тоже уходили вместе с Буханайоном, это вот считают они его своим прародителям, уходили в поход в Среднюю Азию. Вот там их и прозвали Булгачины, а затем они возле Тяньшаня, как раз возле земель Айрат, образовали свое ханство Булагатчи, которое затем разгромил
Тамерлан. Ну, вот это одна из версий, да. Ну, один из самых известных булагатов, о нем мы упоминали, когда вы про Иска Бурхинова рассказывали, известного калмыцкого артиста. Буханский район очень гордится Валерием Инкижиновым, тоже бурятский актер, тоже умер в Париже, снимался во многих фильмах. Но самый известный фильм — это Всеволод Пудовкин, потомок Чингисхана. Ну, а из буддийских деятелей булагаты населяют и Волгинский район, часть Ленгинского района, перекочевавшие оттуда. Это Хамбаламада Шидаржо Этигалов. Ну, по земному происхождению в этой жизни он был булагатом. Мы с вами остановились на том, что калмыки вернулись из 13-летней ссылки, в прошлой передаче рассказывали, и вот им предстояло восстанавливать свою республику, значительно уменьшенную в территориях, очень подробно вы рассказывали. И вот с чего началось восстановление республики Калмыкия в 1957 году? Да, перед началом я хотел бы сказать, что в прошлом году, по-моему, вот в Осинском районе происходило мероприятие, которое посвященное ГСР, да? И я как раз вот по телефону поздравил вот собравшихся, так скажем, да, поэтому вот тоже как бы не чужие люди. Что касается возвращения, да, в январе 57-го, по-моему, 6-я сессия Верховного Совета РСФСР, по-моему, подтвердила образование Калмыцкой автономной области. В 1958 году переквалифицировали область уже в республику, да? То есть и в октябре 1958-го, а в декабре вернули название Калмыцкой ССР в Конституцию Российской Федерации, на тот момент РСФСР, Советского Союза тоже. Я хочу напомнить, что вообще слово «калмык» было после депортации исключено из Большой советской энциклопедии даже. Поэтому восстановление доброго имени калмыков заняло какое-то время. И также заняло время оргвопросы. Почему? Потому что я уже говорил, что калмыки только этапами возвращались на родину. И вплоть до 1961 года фактически ничего не восстанавливалось, поскольку, наверное, все-таки не определились тогда с планами и прочее, с какими капиталовложениями. И только вот когда в сентябре 1961 года республику возглавил Герой Советского Союза, наша гордость, генерал-майор Басан Бадмирович Городовиков, вот тогда начались действительно реальное восстановление республики очень быстрыми темпами. А до того калмыки, как воспоминаниям вообще, ведь республика лежала фактически в руинах после войны, и никто, в принципе, до возвращения калмыков не думал ее восстанавливать. И когда калмыки вернулись, в принципе, здесь жить негде было. Люди испытывали крайний дефицит жилья. Есть такая, как-то я публиковал, по-моему, в прошлом году фотографию, случайно нашел в интернете. Она такая действительно пронизывающая фотография, когда идет калмычка, бедно одетая. Я сначала с одним ребенком думал, оказывается, у нее двое там детей было. Один шел впереди, потом ее не было видно. С какими-то пожитками бедными, с мешком. И вот это бедно одетые дети. И на фоне вот нашего сейчас ныне первого корпуса Калмыцкого госуниверситета, тогда это был до войны обком партии. Там правительство заседало, полуразрушенного, да. И вот фотографии на этом фоне вот демонстрируют, если бы можно было сейчас радиослушателям показать, это демонстрирует вот то время, когда люди возвращались домой абсолютно, почти на руины, да, и не имея ничего. Вот представьте, сколько лет калмыки после возвращения ссылки жили без нормальной медицины, без нормальных обеспечения продовольствием и прочее. Это же не просто так приехали, а тут уже все абсолютно титаны, да, и прочие открыты. Тогда не было ничего, абсолютно. И вот люди как-то перебивались, жилья не было, как-то селились по несколько семей в одном там, это было, конечно, очень тяжело. И вот очень большая заслуга в этом Басан Бадмировича Городовикова, который, пользуясь своим авторитетом в Москве, в Кремле, умел договариваться, умел
не для себя, а для республики, и выбивал такие средства, которые позволяли максимально быстро восстанавливать экономику республики, напомню, лежавшей вообще в руинах. Угу. Большое спасибо. Мы начинаем рассказывать, напоминаю нашим слушателям, о том, как восстанавливалась Калмыцкая автономная советская республика после депортации, после возвращения калмыков на родину. Наш телефон в прямом эфире 588-300. Вы можете задавать вопросы, только я вас очень прошу строго по теме, памятуя прошлые эфиры. Также вы можете писать свои вопросы на СМС, Вайбер и Телеграм 8-924-457-8908. Ларина Аранович, вот вы уже в прошлой передаче рассказывали очень интересный факт из жизни Басана Бадминовича Городовикова, героя войны, действительно гордость не только калмыцкого народа, но и бурятского народа, конечно, мы тоже им гордимся. Можете вот чуть более подробно биографию его рассказать, как он очутился в рядах Красной Армии? Я так понимаю, он из донских калмыков, ваш земляк, да? Да, он из хутора Мокрая Ильмута, как все Городовиковы, это под Платовской знаменитой станицей. У него дядя его прославленный генерал, лейтенант. Аркан Городовиков. Аркан Городовиков, ОК. ОК, извиняюсь. И он был командующим Красной Армии, в гражданскую командовал второй конной армии. А вот его племянник Басан Бадминович тоже пошел по стопам. В 30-е годы он где-то на Украине выиграл соревнования вот по джигитовке. Там, ну, его дед вот очень сильно, даже уже в преклонном возрасте на лошади мог срубить лозу, да? Дед Городовикова. Дед Городовикова так рубил, что, говорят, лоза падала рядом и втыкалась в землю, да, вот половина лозы. Басан Бадминович тоже был серьезный такой вояка. И вот когда началась война, он командовал полком. И я уже рассказывал, что его полк в Крыму принял последний бой возле Алушты, и он увел остатки полка в горы и образовал там партизанский отряд, который, по мнению всех, был самый боевой вот в Карабулакских лесах там в Крыму. Затем он командовал стрелковой дивизией, 184-я Духовщинская гвардейская стрелковая дивизия под его командованием. Первой вышла к государственной границе СССР в августе 1944 года с границы Пруссии, за что Городовиков получил звание Героя Советского Союза. Я напомню также, солдаты его дивизии первыми вошли в императорский дворец в Пекине. То есть и именно император Пуи, когда сдавался в плен в августе 1945 года, в Мукдене отдал свою саблю именно нашему генералу Городовикову. Затем он командовал группой войск в Германии. Есть такие фотографии, где он принимает парады. И вот в 1961 году, к осени, его направили уже на мирную деятельность, то есть восстанавливать Калмыкию. Угу. А тогда такой вопрос, ну, понятно, что он такой герой войны, герой Советского Союза. Как ему удалось избежать вот этой высылки, депортации? Ну, я же говорил, когда он же командовал дивизией, когда калмыков выселяли, там же не всех отправили. Кто хорошо воевал, в принципе, кого командир спасали. Я же говорю, когда подхалимы там сталинские доложили генералиссимусу, что вот там калмык же командует дивизией, он говорит, хорошо воюет, хорошо, ну пусть воюет. То есть это было уже как бы его охранной грамотой, да? Угу. Слова генсек Сталина. Но он доказал, и вот Басан Бадминович Яку Городовикову не выйдет. Скорее всего, вот защита, наверное, дяди. Все-таки он был сподвижник Буденова, а Будены, они тогда все-таки каким-то авторитетом обладали. Понятно. Итак, давайте теперь приступим к мирной деятельности Басана Бадминовича Городовикова. Вот с чего он начал? В одной из первых передач вы даже говорили о том, что он был хорошо знаком с Брежневым, да, и благодаря этому он многие проекты, крупные стройки пробивал для своей республики. Да, вот представьте ситуацию, когда в союзной республике 15, да, больших, огромных, и маленькая Калмыкия. И я уже говорил, что Басан Бадминович имел большой авторитет. Особенно, когда Брежнев пришел к власти, у Басана Бадминовича были с ним очень хорошие отношения с
генсеком, и он использовал эти отношения, свой авторитет в Кремле именно не для себя, как сейчас многие делают, а именно для республики. За это ему все благодарны, причем я уже говорил как-то в одной из передач, что его до сих пор уважают представители всех национальностей, проживающих вот на территории Калмыкии. Он реально человек, который отдал все для восстановления своей республики. И я сейчас немножко вот процитирую, потому что я невозможно запомнить все то, что было основные, вот то, что сделал Басан Бадминович за 17 лет, находясь у власти, с 61 по 78 год. То есть капитальные вложения в экономику выросли в течение 2 десятков лет несколько раз. Были введены в действие крупные объекты стройиндустрии, завод крупнопанельного домостроения, керамзитный завод, завод ЖБ-12, завод силикатных материалов по производству кирпича, что позволило резко увеличить объем строительных работ. Создавали все новые объекты стройиндустрии: Листинский мясокомбинат, авторемонтный завод, элеватор, Чеграйское водохранилище, Каспийский мясоконсервный комбинат и машзавод по производству автовозов и автолавок. У нас выпускали, представляете, в Калмыкии. Птицефабрика в Элисте, предприятия легкой промышленности и многие другие объекты были введены в эксплуатацию при Городовикове. Напомню, что швейные фабрики, трикотажные фабрики в Каспийске, ныне Лагане, в Элисте, стадион. При нем наша мотобольная команда «Комета Автомобилист» была неоднократным чемпионом СССР и была одним Кубка СССР, и это было на 100% одно время сборная Советского Союза состояла из наших мотоболистов. Они были победители Кубка европейских чемпионов. Он как-то сумел добиться, что, представляете, в начале 70-х годов финал Кубка европейских чемпионов из 4 команд по мотоболу проходил в Элисте, да. При нем появился стадион, был построен и прочее. Пусть на тот момент деревянный, но все-таки открылись педучилища, школы, Калмыцкий государственный университет, медицинский, вот, в общем, аэропорт, железнодорожный вокзал. Это все было построено при нем. Также в сельском хозяйстве орошаемые площади за 20 лет при его правлении, да, за 17 лет, возросли в 50 раз. А капиталовложения увеличились более чем в 6 раз. Были построены для развития экономики республики автомагистрали Элиста-Волгоград, Элиста-Ставрополь, Элиста-Астрахань. Завершено строительство железной дороги Элиста-Дивная. Введен в эксплуатацию Элистинский аэропорт. Быстрыми темпами велось строительство жилых домов. Я уже как-то рассказывал, как у нас Басан Бадминович выбил средства такие огромные, что строительство домов велось в 3 смены, то есть 24 часа в сутки. А для этого нужны были квалифицированные кадры. И вот со всего Советского Союза приехали. Представляете, сколько нужно было денег? И я же говорил, как-то рассказывал в приватной беседе, вот возле нас дом, я помню, маленький был, при мне построили за месяц. За месяц подняли пятиэтажный дом, да, пусть он панельный, но извините, за месяц с начала строительства и под ключ месяц всего прошел. И при Басан Бадминовиче очень серьезно была решена проблема нехватки жилья, да, которую действительно, это примерно к концу 70-х годов, вот к его, к его отставке. И я помню, что, допустим, как рассказывали, в 1973 году, когда у нас начался вот его авторитет, снегопад был, и всю Калмыкию снегом накрыло. Он обратился напрямую к Брежневу, к руководителю государства. Незамедлительно была оказана помощь. Брежнев дал команду Генштабу, Генштаб Северокавказский округ. К нам перебазировали 2 вертолетных полка из Баку и из Ростова. Значит, радиосвязь штаба Северокавказского военного округа была перенесена к нам в Дом правительства. И этими вертолетами доставляли на чабанские стоянки корм скоту. То есть были... В Калмыкию были введены части с техникой повышенной проходимости, да, то есть чистили дороги федеральные и прочее. И был такой случай, когда Басан Бадминович возвращался, по-моему, откуда-то с Волгограда, и на границе его там встречали, там дорогу чистили, и что сказал Басан Бадминович, вы, говорит, почистили дорогу крайцентром, вы почистили дорогу на чабанские стоянки, вы что, столько техники пригнали, чтобы меня встретить, да?
Ну, вот он такой был. Я могу привести очень множество примеров, когда он давал выговоры большим людям за то, что он в степи на своей служебной «Волге» не подвез чабана, допустим. Потому что тогда транспорта было мало, и автобусы ходили нерегулярно. Поэтому в степи у нас всегда считалось, что ты обязан подвести кого-то. Если начальник не захотел какого-то чабана, может быть, запах у него какой-то не такой, после кошары в свой салон садить, если Горовиков это узнавал, видел, он давал выговор. А что такое выговор по партийной линии в то время, вы знаете, да? Это конец карьере. Вот такой он был человек. И когда он говорил, что, вот пример нынешним руководителям, когда он говорил, почему у вас это не сделано? Ему говорю, сколько вам хватит времени? Месяц. Хорошо. Сегодня 4 июня, четверг, 16:07. Вот 4 июля в 16:07 вы мне докладываете, что все сделано. И все знали, что это будет записано и не забыто. И докладывали. И попробуй не сделай. Он всегда ходил пешком на работу из дома. Утром рано вставал, ходил по парку, там парк Дружбы у нас недалеко. И за час до него председатель горосполкома, по современному мэр города, приходил вставать раньше. И бежать и смотреть, там, чтобы там ничего не было, такого мусора или что-то. В общем, листа было при нем очень чисто тогда уже. Я думаю, люди вспомнят. То, что сейчас в листе есть, вот зеленое хозяйство, это было организовано при Басан Бадминовиче, который вложил в душу в свою республику. Этот город стал зеленым. Вот даже есть фотографии у моих родителей. Моя мама, когда приехали, они в Сибирь, в 60-е годы, они работали в Министерстве просвещения. Есть фотография, где они всем министерством работают на субботнике, на озеленении. То есть сажают там, они там чан с калмыцким чаем, все они с собой приносили. Целое министерство, все организации выходили с первых дней, как приехали, поэтому у нас город считается очень зеленый. Это все было во времена Басан Бадминовича, и до сих пор то, что еще осталось в Калмыкии, это все его. Такой вопрос невольно возник. Откуда у него хорошие отношения с Брежневым? Они воевали вместе или на войне встречались? Я думаю, что Брежнев сам же был тоже на фронте, да, и у фронтовиков были какие-то особые отношения друг к другу. Тем более, если Басан Бадминович фронтовик настоящий, там в тылу не сидел, а как бы там хоть там над Брежневым смеялись, что он там где-то какие-то книги писал, что-то он, якобы там на малой... реально он был на малой земле. На малой земле там... не спрячешься. Вот действительно, малая земля тогда была, это действительно такой кусок земли, где все было под пулями и под бомбежками. Как бы там ни было, но Брежнев в такой ситуации был. И там спрятаться было негде, да. Значит, он тоже фронтовик. Нам трудно их понять, фронтовиков. Кто под пулями побывал, реально, те, наверное, друг друга уважали все-таки. И Басан Бадминович был один из немногих, тем более такого уровня руководитель, да, который командовал дивизией, который показал свою смелость, и его дивизия, по-моему, ни разу нигде никому не проиграла даже, да, в сражениях. То есть, конечно, и вот он этим пользовался. Он заходил, когда руководители союзных республик в очередях могли ждать, а Басан Бадминович без очереди проходил. Вот, и он пользовался именно своим положением. Ведь руководитель республики — это не портрет на стене. Руководитель республики — это тот, кто может не просто управлять республикой, а тот, кто может во благо республики ладить с федеральным центром. Да? Реалии таковы, что при любой власти необходимо ладить. Либо ты пришел ради республики, и тогда ты ладишь с федеральным центром, или ты пришел ради себя и боишься слова сказать, что-то попросить у федерального центра, лишь бы тебя не увидели лишний раз, лишь бы тебя не тронули и не уволили. Вот Басан Бадминович был из тех, для кого плевать было, там уволить него. Для него самое был результат. А результат был такой, он очень болел за свой народ, который понес серьезные потери в Сибири, да? Ему нужно было восстановление этой республики. Я как буддист считаю, что он пришел по карме. И он такой человек, который прошел всю войну, показал себя, да, первым вышел к границе, и Герой Советского Союза, только такой человек мог показать себя. Хотя мне говорили, что по-буддистски генерал считается кармой генерала не очень хороший, так как он людей на смерть посылает, так и так. Но один из очень серьезных
наших лам, геншакья, которую я потом, завтра мы когда будем говорить, я о нем расскажу, да, я думаю, люди поймут его уровень мощный. Он сказал, когда мой дядя, тоже генерал, ушел несколько лет назад, я попросил геншакья прийти, я у него спросил, вот, у них плохая карма, он говорит, почему? Смотря как человек жил. Он мог прийти, он мог вообще в прошлой жизни быть каким-то очень серьезного уровня ламой, но в этой жизни он мог прийти генералом, чтобы сыграть вот эту свою роль, потому что тот же лама в 61 году никогда не стал бы, правильно? Угу. Поэтому мог он перевоплотиться в генерала и стать вот на тот момент, чтобы поднять республику, чтобы не дать ее добить вот этим шаумусом и прочее, да, ее надо было поднимать. И был такой случай, когда Басан Бадминович, а шаумусов было много вокруг, и среди своих тоже. Басан Бадминович, когда попросили, как однажды он ехал, и там вот, он же подвозил людей, там, увидел калмычка молодая стоит, до 30 лет, и 3 детей. И он ей по-калмыцки говорит, это все ваши дети, да, а он говорит, правильно. Он ее подсадил в машину да, к себе. После, ну, там, он сначала вышел, там, поздоровался, там, что-то, как обычно лишь говорят, там, и он сказал тогда, и по-калмыцки, между прочим, он сказал, что это правильно, после Сибири надо поднимать численность. И тут же пошло письмецо в Москву, вот он там, националист, там, туда-сюда. Это тот, кто знал язык, это значит своих. То есть были такие. Но это всегда надо понимать. Каждый, кто думает о своем народе, каждый, кто хочет сделать людям что-то хорошее и поднимать, он должен быть готов к тому, что его будут кусать за штанины, будут кусать сзади, нападать из-за угла, поджидать. Он должен, я думаю, Басан Бадминович к этому был готов. Он даже на них не отвечал. Он даже, по большому счету, он плевать не хотел. Для него нужно было сделать для своего народа что-то, и он сделал. Угу. Вы упомянули о том, что при Басан Бадминовиче появился мясоконсервный комбинат, да, вы говорите? Мясоконсервный завод. Мясоконсервный завод в Лагане, там рыбоконсервный завод. Там, я же говорил, этот город Каспийск, сейчас Лагань называется, на Каспии, тогда они оттуда вылезли, из Элисты туда ехали жить. Потому что это реально был город, который, была работа, везде у нас в Калмыкии была работа. К нам на работу все ехали, в том числе из Кавказа. И у нас действительно было, вот благодаря Басан Бадминовичу, у нас было очень много рабочих мест. У нас домостроительный комбинат, когда построили, очень серьезно, вот он строил домостроительный комбинат, завод ЖБИ-12, там силикатный завод и прочее. Он это строил, керамзитный завод, именно готовясь к масштабному строительству по решению жилищной проблемы, да. И он это все построил, и потом, не как сейчас, сначала заявляет, мы сейчас сделаем, а базы нету. Он подходил все комплексно. И у него были свои специалисты, при нем, как сейчас у нас в Калмыкии и в других регионах тоже, он на работу брали специалистов. И тогда, я помню, было такое время, когда человек, который не прошел снизов, да, через районы, он не мог попасть в правительство. Никак. А люди у нас сейчас даже, которые себя там пытаются сравнивать с Басан Бадминовичем, они родственничков набирают и прочее. А как же Басан Бадминович родственничков не набирал? А у него работали только специалисты. Поэтому и был результат. Вот многие говорят, тогда же была плановая экономика. Но если вы сейчас в условиях капиталистической экономики ничего не можете, тогда освободите место для других и не ищите отмазок. Плановое, не плановое, но он сделал. В других регионах многие не смогли сделать, даже при плановой экономике, даже имея огромный ресурс. Никого не хочу обидеть, но если бы в то время, в 70-е и начале 80-х годов, вы поехали бы в Татарстан и поехали бы к нам, вы бы удивились разнице уровня жизни. Да? Когда в 91 году, перед распадом Советского Союза, Калмыкия в Советском Союзе была на 14 месте по уровню жизни. Да? Вот по рейтингу, когда начали рейтинги появляться, мы черную икру в прямом смысле ложками ели. Это все помнят. У нас полкилограмма икры было стыдно продавать, его дарили. У нас продавали черную икру, начиная с килограмма. Да? И у нас внутренние рейсы летали. У нас из Элисты в Цаганаман 300 километров, в Каспийский там 300 километров. У нас были внутренние авиарейсы. У нас из Калмыкии можно было улететь в Харьков, в Киев, в Ереван, в Тбилиси, в Самару, да? Москву, само собой. То есть у нас авиаотряд свой был. Все было на уровне.
И это все благодаря Басан Бенминовичу Городовикову. Давайте вот на такой приятной ноте мы сейчас послушаем нашу первую песню. Сегодня уже песни советского периода у нас. А после песни мы готовы будем принимать ваши звонки в прямом эфире. Я напоминаю, телефон 588-30. Прямой эфир. Пожалуйста, ждем ваших звонков после песни. Степи, 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 ковылями взор маня. Там, где в небе, в небе, в небе, над головой орлы парят. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Элиста, калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Здесь почет шелак на воду, рыбаку и чабану. Элиста, моя столица, прославляй трудом страну. Элиста, ночь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Над тобой солнце светит, луч играет золотой, и поют повсюду песни о Калмыкии родной. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности моей. Элиста, дочь калмыцких степей. Элиста, город юности Сагы Ильяса. Колесо времени. Очень интересная песня. Впервые, наверное, у нас в эфире за эти 9 эфиров хор исполнил песню. Да, это, по-моему, ростовский хор исполнил песню об Элисте. Песня была очень популярной в 70-е годы. И я помню, что даже куда-нибудь не поедешь, узнают, допустим, что из Калмыкии, говорят: я слышал вот эту вещь, вашу песню про Элисту, там что-то там нам понравилось. Очень многим, кстати, и соседям нравилась она. Мы с вами до перерыва на песню говорили о том, что вот в Лагане, понятно, рыбоконсервный комбинат, да, черную икру наши братья-калмыки ели ложками. А вот говоря о мясоконсервном комбинате, я не могу не спросить. Помните, когда мы рассказывали в передаче о депортации, о войне, вы говорили, что калмыцкий скот, ведь он особый, тоже как и наш бурятский, да? Во время войны там часть крупнорогатого скота угнали в Казахстан, а вот во время депортации, получается, весь калмыцкий скот, вот этот уникальный, его по разным областям как бы рассеяли, да? Вот как возвращали скот после возвращения? Потом так и возвращали. Почему? Потому что даже был учет же скота, как бы там ни было, это внутренние службы в Советском Союзе все равно работали, даже во время войны очень серьезно, да? Я думаю, что стали возвращать, и поэтому и сохранен был вот калмыцкий скот, благодаря тому, что его отправили, возможно, за Волгу. И часть, конечно, были попытки, не таких же масштабов, как сейчас могут все украсть. Тогда вряд ли бы все украли бы, да, потому что, действительно была система такая контроля жесткая.
Естественно, вернули. Я вот этим вопросом плотно не занимался, я не знаю даже. Интересный, кстати, вопрос, как это все возвращали, да, ну, я таких документов не видел. Ну, факт остается фактом, калмыцкий скот был возвращен, крупнорогатый. Овец мы только вот сейчас, вот, какие-то годы назад начали возвращать свою. Потому что утратили, да, в те годы? Потому что в те годы, да, было утрачено, да, но сейчас наши поняли, что у нас так называемые балдыры, они более лучше. То есть наши уже с мериносами стали своих бывших калмыцких смешивать, и это получается очень даже неплохо. И, ну, я не селекционер, поэтому не могу говорить, но то, что я слышал. А калмыцкая порода КРС, да, действительно была сохранена. Я еще раз повторю, что это, наверное, на территории, по крайней мере, советской, да, может быть, всей Азии, Евразии, наверное, лучшая порода. Может быть, там вот эти австралийские мясные выведены каким-то образом, там они, может быть, в чем-то где-то лучше, но эта порода не выведена же искусственно современными селекционерами. Это историческая наша порода, которая с нами прошла вот этот весь путь калмыцкий. Я почему этот вопрос задала? Потому что я, например, слышала эту версию здесь, в Бурятии, говорили о том, что вот наши братья-калмыки, когда вернулись, они буквально с боем отвоевывали, например, на Кавказе, свой скот возвращали. Такого не было? Нет, там не на Кавказе. На Кавказ как скот попал. Там, это очень неправильная версия о том, что мы прям вот всю жизнь там с кавказцами так общались. Да? Ну, после 1771 года, когда калмыки в Бусину шли, мы их до 60-х годов 20 века мы этих кавказцев вообще не видели. Никакого соприкосновения не было. Это же было совсем другое время. Они лишь медленно и постепенно там с гор спускались, вот эти территории занимали, там, когда они множились там, и прочее. Это века прошли. И говорить о том, что мы там с ними как-то плотно общались, нет, конечно. Мы, может быть, там бегали, там друг у друга, там, может, лошадей воровали, но так, чтобы плотно... Соприкосновения такого не было, да? Поэтому у нас, я же говорю, почти весь скот был отправлен. Ну, попробуйте в советское время, попробуйте, сделайте что-нибудь не так, как не по постановлению партии. Если партия постановила эвакуировать скот за Волгу, значит, всех эвакуировали. Попробуйте, вы угоните скот на Кавказ. У вас 2-3 километра пройдете, вас тут же НКВД арестует. Поэтому говорить о том, что там вот где-то что-то с боем, вот эти все слухи, они рождаются на почве отсутствия информации, да, и где-то кто-то, где-то что-то по пьяни там похвастался, бурят услышал и начал там дальше своим рассказывать всю эту ерунда. Есть факты, я говорю, если я в этом вопросе не силен, я не могу что-то от себя придумывать. Но я, насколько знаю, что скот был, во-первых, эвакуирован за Волгу, и, во-вторых, потом какая-то часть была возвращена. И факт то, что это тот же наш скот, без примесей, это факт. Я просто почему об этом спрашиваю, все-таки тоже наше общее, у нас скот был очень интересный, который сам на подножном корму, да, особенно кони, вот КРС, вы говорите. Но в Бурятии, к сожалению, КРС утратили, вот в отличие от калмыков. Только сейчас вот идет восстановление бурятской коровы уже очень много лет. Бурятскую овцу тоже утратили, ее в 90-е годы начали только восстанавливать. Нашли в Китае у белой эмиграции бурятскую овцу, да. Верблюдов почему-то вообще ликвидировали. Не знаю, почему в Бурятии это в советские годы, видимо, под видом борьбы с частной собственностью. Сейчас несколько верблюдов вот бродят у нас по республике, да. А вот в Калмыкии верблюды остались? Да, сейчас наоборот у них вот. Сейчас их ренессанс верблюжий. Да? Сейчас все больше и больше верблюдов у нас. И уже задумываются о каком-то производстве чего-то там. Ну, есть некоторые проблемы, допустим, можно было с этих верблюдов собирать, допустим, шерсть, да, она очень хороша для одеял, но для этого нужно делать какие-то производства. Чтобы сделать производство, это нужна воля власти. К сожалению, часто не бывает, они не знают, где взять воду, да, вот это нас воду тянули, притянули эту воду, оказалось, ее вообще ее и нету, и ничего там, никакой воды, а без воды ничего вы сделаете, да. Вот я думаю, что те рода, которые причастны к такому бедственному положению Калмыкии, да, они свое потом получат, да, но я про них уже думаю забыть, это их проблемы, надо думать о том, что нам сделать на будущее. Допустим, была хорошая идея по тому, что верблюжье молоко, по-моему, очень хорошо помогает при разных болезнях, да, но оно помогает только
когда оно свежее. А строить что-то под него, делать там молоко, как вот по-современному сейчас делают, оно теряет свои свойства. Поэтому вот здесь такие какие-то сложности есть, да, но это должны специалисты заниматься вместе с медиками и прочее. Но сам факт того, что у нас верблюжий ренессанс сейчас, это факт, да, и действительно надо что-то с этим делать. Но я думаю, если дать волю фантазии предпринимателей, особенно сельских, они придумают, что делать. Просто им надо дать помочь. Надо просто к своему народу относиться так, как относился Басан Бадмирович Городюков. Чтобы дать ему свободу действий, чтобы помочь ему где-то что-то там, да, и тогда люди сделают. Людей не надо сейчас у нас учить многому. Наши калмыки уже все восстановили. То, что можно там в сельском хозяйстве, они знают, что, как делать. И мысль предпринимательского у наших людей тоже сильна. Просто дать им условия создать для этого. Просто их никто не создает, вот в этом проблема. Когда мы говорили о военной паре, вот вы как раз говорили, что калмыцкий скот, крупнорогатый скот угнали в Казахстан, и вот так появилась казахская белоголовая. А вот у нас, например, в Бурятии, я уже сказала, коров бурятских не осталось, только сейчас идет восстановление, но зато остались бурятские кони, вот прям бурятской породы, вот в Яравне, куда вы ездили, а вот в Калмыкии остались калмыцкие кони местной породы. Да, они сейчас тоже восстанавливаются. Они начали восстанавливаться еще, я помню, с 80-х, по-моему, с 90-х годов. Да, в какой-то мере восстановили их, да. И наши кони тоже неплохие. Конечно, наверное, еще не добрались до того, что было там до войны или что. Но факт, остается фактом, к нам приезжают и покупают. Допустим, с Казахстана приезжали, там, скакуна на скачки приезжают, смотрят, победил скакун, да, они его покупают там за 300 тысяч рублей, допустим, по тем временам, не по тем временам, несколько лет назад, везли к себе куда-то там в Атырау где-то, а он там выигрывал скачки, этот наш конь, и победитель получал Land Cruiser, да, то у них такие там призы. Вот поэтому мы здесь могли купить его за 300 тысяч рублей, а там выиграть Land Cruiser. Есть разница, да, даже с учетом перевозки. То есть кони наши тоже неплохие. У нас сейчас там полуангличане какие-то, там что-то сейчас там, что-то такие. Я еще раз говорю, я не селекционер, я не могу об этом судить, но то, что я знаю, я говорю. Нет, почему вопрос возник, вы говорите, мясоконсервный комбинат построили, это значит, было достаточное количество скота уже, у населения появилось, у нас даже что они могли сдавать на консервы. Это не население, не надо забывать, что это была плановая экономика, и там не было. Частной собственности, конечно, был скот, но в основном-то был государственный скот. И у нас было слишком много. Почему? Потому что официально 2 миллиона овец, но неофициально еще больше. Почему? Потому что люди частные, допустим, он держит отару 2000 голов, а кто там будет ее считать? А там еще 500 своих, допустим. Почему у нас план перевыполняли? Как это? По 3 отцы, 3 ягненка там, или чуть ли не полотары по 2 ягненка с овцематки. Я был на Сакмане. Это большая редкость, 2 ягненка с овцематки. А тут чуть ли не по 20%, по 30%, да, их там. Но, естественно, чтобы выполнить план, Чабан брал со своего, да, и учитывал, получал премии, автомобили. А что такое автомобиль? У него деньги есть, он купить не может. Очередь, да, был, да, очередь. И он получал вот как в подарок. Конечно, он своих ягнят туда впихивал в общем. В общем, такие вещи. Показуха, конечно, была, но овец было слишком много, и действительно его вытаптывали. А еще то, что наши земли, часть земель была отдана в аренду в Дагестану, черные пастбища, да, куда черные земли, куда они гоняли свой скот еще, и тоже добивали наши территории, да, этим самым. Черные земли назывались почему? Потому что даже когда снег выпадет на самолете, если летишь там снега нет. А вокруг снега, а на черной земле нет. Почему? Оказывается, соленая почва, поэтому там снег таял. Понятно. Вы упомянули также среди достижений, которые появились при легендарном Басан Бадмеевиче Городовикове, что производили автолавки. Это вот те автолавки советские годы, которые у нас по Бурятии вот ездили по Чабанским автовозы, стоянкам. Автолавки, да, вот производили вот в Каспийском городе у нас, ныне Лагань. Очень много работы было, вообще процветающий был город, вообще республика была процветающая, действительно, как у нас, нам соседи, вот кавказцы говорили,
у вас деньги вот под ногами лежат, вы ленитесь, говорит, нагнуться. То есть работы полно, всего полно, да, и все к нам ехали. Действительно это было. Сравните, почему вот я сравнивал Татарстан по Волжье, допустим, да, зайдите туда в магазин в то время, и к нам в магазин, это большая разница, допустим, да. То есть в советские годы Калмыкия, хотя она республика РСФСР, жила лучше, чем Татарстан, получается. Мы лучше многих жили, потому что, у нас колбаса своя, все, мясо, все есть. Даже когда вот в голодный 90-й год к нам приехали американские калмыки на 550 лет, этот Джангар, помните, в советском шаром покати в магазинах, и в Калмыкии тоже. А у всех на столе черная икра, колбаса, рыба и мясо, да, потому что родственники в селах, там все это было еще. И американские калмыки очень удивлялись. Для них это было как волшебство. В магазинах ничего нету, а на столах все есть. Черная икра ложками, да? Вот представьте, в советское время было как, допустим, да, действительно, вот когда у нас еще до середины 90-х можно было черную икру ложками есть. Я помню, как Газманов приехал на концерт. Это уже в 90-е. Да. И он первым делом, говорит, к тебе встречал, рассказывали, он сказал, говорят, у вас икру ложками едят, а можно попробовать? Ему дали 3-литровую черную икру и ложку, и он так вот первый в жизни, он хотел попробовать, как это. Но черную икру много тоже нельзя есть, это белковая пища очень серьезная, поэтому там людям даже плохо становилось, нам смеялись там, когда в больницу там семья попала, там отец с сыном, что ли, черной икры объелись. Такие вещи были, да. Потому что, это, конечно, в 90-е годы варварство уже началось. Вот, я его называю каннибализм какой-то, да, рыбный. То есть, в 91-92 году я был в Цаганамане, вспоротые осетры плавали вот возле берега. Просто вспарывали, икру забирали и выбрасывали. Потом только начали балык делать, когда уже, потом дефицит вообще пошел, потом вообще осетров добили. А на самом деле, когда все было как бы в норме тогда еще, то доходило до того, что куда осетров девать, говорят, они даже свиньям скармливали в начале 90-х. Вот, до того, главная икра была нужна, и все. Потом только поняли, как дорого стоит осетрина сама, да, и вот мы помню, как-то приехали в Цаганаман, прям ребята там местные умоляли нас, вот жалко выбрасывать, вот возьмите осетров уже споротых, там 3 или 4 штуки огромных таких, заберите с собой. Куда? Во-первых, по дороге могли проверить гаишники, и потом уголовное дело, да. Действительно, если сравнивать то время, и это, вот с приходом Басан Бадминовича, конечно, 60-е, 70-е, особенно первая половина 80-х, это для Калмыкии были, конечно, очень хорошие годы. Угу. Вот мы в основном рассказываем о промышленности, сельское хозяйство затронули. А вот какие достижения Басан Бадминовича Городовикова можно назвать в культурной, в социальной сфере? Тем более, что ваш отец работал в науке. Значит, Басан Бадминович, когда пришел к власти, он одновременно не только занялся экономикой, он, как настоящий калмык, он сразу понял важность реабилитации калмыцкого народа. Ведь даже сейчас у многих есть такие мысли, что калмыки предатели. Даже сейчас. Хотя информации сейчас можно добыть в любом месте, да? А в то время это было прям чуть ли не аксиома, да? Калмыки предатели и все. То есть Басан Бадминович поставил задачу реабилитации калмыцкого народа. И он создал некую такую группу из молодых специалистов, да, которые должны были этим заниматься. И фактически там главным стал мой отец. Угу. Ваш отец, напомните, пожалуйста, он работал где, кем? Он сначала работал... Вообще его журналистика, это его как бы не то что хобби, это не профессиональная его деятельность. Он журналистом стал по обстоятельствам. Вот именно когда нужно было... Он обладал определенными знаниями, и задача стояла реабилитации калмыцкого народа, да? Задача стояла сделать так, чтобы калмыки после Сибири воспрянули духом. Вот Басан Бадминович такую задачу ставил. Необходимо, потому что с народом со склоненной головой не добиться ничего. То есть надо вернуть айратское, свою осанку,
да, и тогда мы чего-то добьемся. И вот отец начал эту деятельность, начали писатели, появились у нас, которые писали о героях, там Басан Бадминович это стимулировал. Отец мой стал писать статьи, доставать неопровержимые какие-то редкие факты о героях сначала Калмыкии, потом из истории брать. В советское время нашу же историю умалчивали специально, чтобы мы там забыли про айратство свое и прочее. Отец это все начал из небытия доставать и публиковать. И вот так вот 70-е, особенно 60-е, 70-е, особенно когда он уже поднаторел, 80-е, вот очень многие ждали, до сих пор старшее поколение признается, мы ждали выхода, допустим, газет «Советская Калмыкия», чтобы Нарана Ильичкина почитать. Потому что там действительно было. И когда, опять повторюсь, когда на похоронах отца выступающие говорили, вот благодаря Нарану Улановичу Ильичкину калмыки после Сибири подняли голову. Благодаря его публикациям. И все это стимулировал Басан Бадминович. Потом уже отец превратился в самостоятельную фигуру. Вообще в 80-е годы он стал очень влиятельным человеком, но свое влияние и авторитет он опять же направлял в пользу не себя, не в пользу своей семьи, а в пользу народа. Я помню, даже мама ему говорила, даже вот все люди о своей семье думают, а ты вообще о своей семье думаешь только о других. Сейчас с высоты лет, с высоты вот буддийской практики, я смотрю, да, он делает все так, как должен делать буддист. И я думаю, что он был перерожденцем чем-то. Он тоже, как и Басан Бадминович, и как многие другие, пришел в то время, чтобы в тяжелый момент сделать так, чтобы калмыки не пропали. Ваш отец работал в научно-исследовательском институте? Нет, он не работал в научно-исследовательском институте, он работал, это его дядя, брат моего деда, был первым директором Кегеран. А отец, он был в Казахстане на выселении, преподавал русский язык в Балхашском районе Казахстана. Он там тоже написал методичку, как обучать казахских детей русскому языку. Это Министерство просвещения Казахской ССР в своем журнале это все опубликовало. То есть его там уважали. Я еще спросил, а чего у тебя вот эти ученики такие крутые вышли, да? Там жена директора горосполкома столицы Алматы, да? То есть жена мэра Алматы, там директор комплекса Медео, там в советское время, это все его ученики. А он говорит, я просто в том районе преподавал, откуда родом Кунаев, будущий первый секретарь Компартии Казахстана, да, и вот они там, клан Новость, они все попали. И вот отец вспоминает, что он так особо про то время не говорил. Вот насколько было тяжело, я помню, что когда, особенно в 80-е годы, ведь когда открылись створки, да, в период перестройки, когда мы начали общаться с нашими иммигрантами. Кстати, в этом году 100 лет иммиграции. И как... Отец, я помню, это не как сейчас по интернету связался. Он напишет письмо, оно через месяц, там, через 2 приходит ответы. Вот так вот. И он на этих ответах писал о калмыцкой миграции, о наших знаменитых калмыках за рубежом. Также он же первый написал о Жане Джаркаеве, да, капитане сборной Франции конца 60-х годов по футболу. Очень много про Иску Бурхинова. Это все его. То, что мы сейчас имеем знаменитости за границей, это все отец их нашел и написал о них. И когда в начале 91 году его пригласили во Францию, он туда приехал и вернулся. И вот его прям с аэропорта забрали. Вот мы приезжаем его встречать, приезжает толпа депутатов Верховного Совета Калмыцкой ССР и забирает отца. То есть мы его ждали из Франции, а его забирают по делу. То есть он какой был востребованный, да? То есть его ждали. Оказывается, там решался вопрос, в Верховном Совете должны были голосовать. Тогда еще плюрализм мнений был очень серьезный. Тогда должны были голосовать за нового редактора газеты «Советская Калмыкия». Тогда голосовали в Верховном Совете. И какая-то группа депутатов хотела другого ставить. А был очень хороший у нас Юдин такой, донской казак русский. Юдин очень хороший был редактор у нас, да, и вот те депутаты, которые были за него, они вот приехали, чтобы отец своим авторитетом убедил, потому что завтра утром голосование, а вот они вот отца с аэропорта там берут, и мы его ждали много часов. А потом он приехал, о Франции рассказал, на следующий день проголосовали за Юдина. То есть он
звонил каждому депутату и общался. До того авторитет был высок, что на Романовича не могли отказать. Потом еще один случай могу напомнить, когда ведь он же сам молчал, он был главным организатором встречи его святейшества в 1992 году в Калмыкии. Мне потом, я узнал только от людей, первым об этом сказал бывший, сейчас не знаю, он есть или нет, но бывший руководитель Лаганского района, да, он был тогда молодой, и, говорит, он рассказывал, говорит, я, говорит, позвонил случайно, не знал, что делать, Басан Бадмирович, Даллама прилетает, и надо что-то организовывать, и я вот, говорит, позвонил Нарану Ивановичу, и он спокойно сказал, не волнуйся, все сделаем. Отец до того был скромный, что он даже об этом умолчал. А хотя много фотографий, где он с Далламой, у меня дома есть, да? И большие ламы к нам домой приходили. Я еще думал, откуда? Да вот тоже кармическая связь с Далламой, это же невозможно это делать. Но отец до того был скромный, что, и все, кто его знает, старшего поколения, все, никто не может слова сказать. Даже тот, кто где-то в какой-то по своему характеру может недолюбливать его, где-то что-то завидовать, но никогда это публично не скажет. Почему? Потому что он сразу получит порцию от людей, от народа, да? Потому что народ действительно уважал отца моего. И в советское время это прошло под знаком Басан Бадминовича, а в идеологическом плане под знаком Нурала Ивановича Илишкина. Это однозначно. Потому что до сих пор, куда я не поеду, везде старшее поколение говорит, я воспитывался патриотизму на статьях вашего отца. Везде говорят. Угу. Да, действительно прекрасная у вас семейная история, прекрасные предки. Очень интересно было. Вот жаль, что когда вы рассказывали о депортации, вы не рассказали о своей семье. Вот сейчас мы узнали, что они в Казахстане, да? Ссылку ваш отец отбывал. Мой дед Улан, он в Абакане был, там и умер. Мой отец попал в Киргизию. Представляете, как разбросали, да? А дядя, вот, который был Кигеран, директор, он попал в Казахстан. Родная сестренка моего отца в Узбекистане была. Разбросали, да? В Аше был в Киргизстане отец мой молодой, и его каким-то образом, когда дед умер в Абакане родной, да, вот этот его братишка, у нас как в Калмыкии, должен взять всех сирот себе, да? Да. Угу. И он начал их собирать, пользуясь своим положением каким-то. И он отца прям, можно сказать, выписал с Киргизстана. Угу. И каким-то образом. Но отец еще, говорит, взял это, без разрешения сначала поехал. Мы вообще мог залететь. Тоже получить 25 лет, да. Ну, как отмазали, в общем, да, его там закинули в Балхашский район, куда-то в глубинку, русский язык, чтобы его не видно, не слышно было. И все. Понятно. Хорошо, мы с вами обсудили вот идеологическое строительство, да, наука и так далее. Давайте немного поговорим о культуре и здравоохранении. Вот то, что было построено при Басан Бадминовиче Городовикове. Республиканская больница, городская поликлиника, да, районные все больницы, поликлиники, все было построено. В каждом районе была своя больница, да. То есть Басан Бадминович строил все, что нужно было для республики. Медицина, роддом, все это, все его, да, постройки, это все при нем было построено. И ежегодно при Басан Бадминовиче он выбил 130 льготных мест в ведущих вузах СССР. 130 именно для студентов из Калмыкии. То есть он сразу стал браться за кадры. Потом он поставил вопрос перед руководством страны о том, что нам нужны очень сильно национальные кадры. Поэтому сделали все, чтобы открыть Государственный Калмыцкий государственный университет, да? Несколько факультетов. Гидромелиоративный, который там вот нужно было, мелиорация, там все. Естественно, калмыцкой филологии, там все это для изучения калмыцкой литературы, там и история, вот это все, филология, все, что нужно было, открыли. Все, где не хватало медицинские, допустим, вузы, да, учились в Ростове, в Астрахани, в Москве, в Саратове, да, вот по юриспруденции в Саратове, там, в Волгограде, в строительные, там, в Ростове, да, то есть, и, кстати, вот этот отец мой, тогда он работал вот как раз по сравнению в Белом доме, молодым, вот когда он написал все это, он еще отвечал за наших студентов.
Я недавно, там, когда после его смерти нашел такую старую большую тетрадь типа дневника, где с фотографиями студентов было написано, где кто учится, в какой общежитии живет, в другом городе, на какой улице. Представляете, да? То есть тогда же не было, когда после Сибири вернулись, тогда же не было у нас возможности учиться дома и поступать. Ехали поступать в Ставрополь, допустим. Там принимали экзамены, да? И отец ездил туда со всеми. И многие вспоминают. Одна калмычка вспоминала, говорит, иду по Ставрополю, не знаю, куда идти, ночью приехал. И надо же, вот эта карма. И навстречу идет, оказывается, ваш отец нормался. Он отвечает, он отвел в общежитие, там куда-то там что-то. В Новочеркасске человек, сейчас до сих пор жив на пенсии, на военном каком-то селектном предприятии работал. Он тоже прямо сказал, я обязан вашему отцу, в том, что я сейчас в Ростове, вернее, в секретном предприятии всю жизнь проработал. Почему? Потому что в 60-х годах я вернулся в Калмыкию, в Яшкуль, сиротой. Естественно, я языка не знал, там часто получал, да, в Яшкуле за то, что языка не знал. И поехал поступать в Ставрополь и получил 2. Потому что, и ваш отец, говорит, поехал в Ставрополь и договорился, чтобы мне 2 исправили на 4. В советское время это было тяжело. И я вот поступил вот благодаря отцу, говорит, работаю на секретном предприятии, да. Вот такие вещи рассказывают про отца. Ну, раз вы же как раз заговорили о языке, давайте поговорим о нашей общей проблеме для Бурятии, для Калмыкии, да. В советские годы у нас, как ни крути, вот началась проблема утраты родного языка. Вот как она начиналась в Калмыкии? И вот например, как получилось, что вы не знали, допустим, калмыцкого языка? Ну, в детстве, да, в 60-е годы вот что-то пошло такое, что многие вернулись с языком. Вот вы многие даже в листе, многие не знали языка, представляете, русского, дети, допустим. А потом резко убрали со школ, видимо, вот установка пришла из Москвы, потому что, убрали, потому что не знаю, вот резко почему-то. В 70-е годы уже меньше стали говорить, хотя еще говорили. В 80-е уже еще как-то говорили. В 90-е вообще перестали. Нет, а в школах-то как изучали? Просто у нас, допустим, в Улан-Удэ только один лицей-интернат был на бурятском языке, а в школах... У нас вообще не было калмыцких школ, уже не оставалось. У нас, когда вернулись после Сибири, были первые 3 или 4 класса на калмыцком языке. Были. Потом их убрали. Остались только русскоязычные школы, и калмыцкий язык изучали только вот факультативно. Да, вот. Это даже в советские годы было? В советские годы калмыцкий язык был только как один из предметов. Ага. И доходило до того, что ребята, которые знали калмыцкий язык, получали на этих уроках 2. Ага. А те, кто не знал языка, получали 5. То есть это говорит о том, что, вот так вот, тяп-ляписто, так мы сказали, относились к этому, да? Вот мой одноклассник один прекрасно знал родной язык, потому что дома говорили все на родном языке. Но когда его на уроке спрашивают, как по-калмыцки чашка, да? Но для него это, смешно. Вот сейчас меня спросите, как по-русски вот это, да? Да. Он встает и прикалывается просто, и говорит, чашка. Да? Хотя да? Он просто, и садись 2, все. Человек, который прекрасно знает язык, садись 2. Тот, который не бельмес по-калмыцки, он получал 5, потому что он мог ответить допустим, да? Чашка. Но это надо, вот эта советская система преподавания калмыцкого языка до сих пор сейчас в школах, да, вот это вот, к чему вот эти в школах, допустим, сальковче, да, как ее, форточка, еще там какие-то другие слова, которые современно переведены, там, учите детей разговорному языку. С нуля тем более. Надо переходить уже, с учетом реалий, надо переходить на язык, на изучение языка калмыцкого в школах, как иностранного, потому что у нас все преподавание для знающих язык. А у нас дети приходят, не зная языка. И все, кстати, ложится на... Моя сестра старшая, она всю жизнь проработала в детском саду. Была от воспитателя до заведующей. Она говорит, ты правильно написал где-то там, что невозможно, если дома не говорят, бесполезно. Мы сколько раз вводили калмыцкий язык в детском саду, он уходит на субботу-воскресенье, ребенок. В понедельник он уже забыл то, что он изучал целую неделю. Потому что дома не говорят. А есть прекрасный пример. У нас, допустим, синьцзянские калмыки, хашуды, вот кукунурские. Когда он приезжает, там одна семья, они у нас в Калмыкии встретились. Он из Синьцзяня, она с Кукунора, да, хашудка, он тургут из Синьцзяня. Они встретились, создали семью, оба с языком, с родным.
с айратским. И ребенок у них с детства на нашем языке говорил. Мгм. А когда пошел в школу, русскому научился. И первое время он путал, но уже немножко подрос, он уже делит эти языки, но он двуязычный. Он прекрасно говорит как по-русски, так же говорит на родном языке, на арят-калмыцком. И он уже не путает, он уже спросишь его по-русски, он ответит по-русски, спросишь его по-калмыцки, он ответит по-калмыцки. А раньше он как-то путал, да? И вот это мы потеряли. Если бы мы это двуязычие не потеряли бы, тем более, что двуязычие говорят очень хорошо тем, что Развивает мозг. да, это несколько языков можно знать. Да. Ага. Я думаю, что мы об этом поговорим более подробно после второй нашей песни, которая прозвучит после того, как мы обсудим языковые проблемы, да. Все-таки вот мы быстро перескочили с вами, Ларри Наранович, на современность. Понятно, что сейчас у нас бурятский язык находится тоже в очень плачевном состоянии, но вы постоянно говорите, что у вас гораздо хуже, да? И вот немножко не соотносится с тем, что вот Басан Бадминович Городовиков был вот таким патриотом, но не сумел сохранить язык. Но давайте мы это обсудим уже после второй песни, уже на прекрасном калмыцком языке. Колесо времени. Ларри Наранович, о чем была эта песня, я так понимаю, советских времен? Да, это песня Цаганури школы, это о школе села Цаганур. Это такой оплот калмыцкого языка нашего. Вот один из оплотов Цаганур, который этим и гордился, что... Я думаю, Цаганур, наверное, вот во многих местах есть такие названия. У нас в Махшибирском районе есть, да. Вот в Монголии тоже есть.
Да, вот эта народная песня такая, вот она стала действительно общекалмыцкой, да, всем нравится, но это она была, по-моему, 60 или 60-е годы написано кем-то. Мгм. А о чем поется в этой песне? Вот о Саганурской школе, о том, как вот и машины там еще, ну, слышали по тексту, да, там что-то уже о новой жизни, вот, которая вот там, да, как бы. Мгм. По-моему, даже директор этой школы написал, да. Как По-моему, да. интересно. И она стала практически народной песней. Да, вот все его поют в Калмыкии. Мгм. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои звонки по номеру 588-300, потому что мы сейчас начинаем обсуждать один из самых больных общих вопросов для нас, для обеих республик, для двух народов. Это вот утрата родного языка. Если вот вчера вы говорили, что даже из депортации, из ссылки в Сибирь некоторые возвращались, не зная русского языка, да? И вот в советское время, несмотря на все успехи, на все достижения Басан Бадминовича Городовикова, калмыки начали терять свой родной язык, ну так же, как и буряты. Вот давайте эти причины попробуем разобрать, не обвиняя никого. Ну, во-первых, действительно, вот советская система, да, предполагает, наверное, какое-то единение. Если есть возможность где-то лишить родного языка, наверное, она будет лишать. Это ошибочная система, что если лишишь языка, значит, все становятся общей такой общностью людей и прочее. Все это ерунда, это уже доказанная история. Ну, есть доброжелатели, которые до сих пор вспоминают, вот, при Басан Бадминовиче там язык, да. То есть они обвиняют Городовикова? Да, есть такие люди, которые обвиняют Городовикова, у нас их улусистами так называют, да, улусисты, у вас это вот... которые там хори, там иркутские и прочие, там друг друга там. У нас тоже такие есть, но они, конечно, в подполье сидят. Вот эти письма там подметные ничего могут. Но у вас такого, как у вас, открытого нету, конечно. У нас общая такая калмыцкая настрой антиулусистский, то есть мы все едины, и кто... У нас, конечно, скрытые улусисты есть, но они открыто боятся. Если они что-то говорят, то они намеками. А прямо они боятся говорить. Почему? Потому что общий настрой народа такой, что их просто съедят. Причем свои же. Есть такие, которые действительно обвиняли Басан Бадминовича. Вот это, да, были такие, что... Были такие нелепые обвинения, да, ну, просто они не хотят слушать того, что там Басан Бадминович сделал, допустим. Ну, это есть такое, у улусистов оно всегда, это же шум так, да? То есть люди с демоном внутри. Им главное, что все плохое, главное. И вот так они обвиняли. Ну, я вот смотрю на это, да, ну, вот если вам с Министерства просвещения РСФСР, да, то есть к которому относятся калмыки, да, не СССР даже, спускают такие, убрать. Общие программы же были. Вы ничего не сделаете. Вот сейчас даже спустят что-то из Москвы, и вы будете выполнять это от пункта до пункта. И попробуйте не выполнить. А тогда тем более это было. Поэтому кого-то обвинять, даже те, кто сейчас может обвинять, если вы сейчас попадете, допустим, в наше правительство, и вас спустят какую-то директиву из Москвы, вы ее будете выполнять молча. И вы забудете про то, что там в 60-е годы Басан Бадминович выполнил. Да, это, да, вынуждены были выполнить. Но извините, в других автономных республиках тоже много что убрали. Но они почему-то язык сохранили, а почему мы не сохранили? Ведь везде в семьях говорили. В той же Чечне, допустим, везде, да, в Дагестане все на русском языке школы. Да, потому что там 30 с чем-то национальностей в Дагестане. Но почему-то эти национальности свой язык не забыли. А почему мы забываем? Вот это тоже из той оперы, когда кто-то виноват. Был вообще случай, когда в магазине, буквально в прошлом году, я об этом писал, кстати, в Фейсбуке, узнав, что я бузав, Дасун калмык, одна сказала, улусистка, калмыки знают плохой язык, потому что его преподавали бузавы. А еще так обвиняете друг друга. Нет, но она обвинила это в частной беседе, она, естественно, публично это никогда не скажет, потому что ее съедят сразу, да. Все-таки у нас немножко другая ситуация, чем у вас. У вас там могут друг другу там публично сказать об этом, да? У нас нет, у нас все-таки больше, такое единство больше. Ну, в приватных беседах есть такое, еще остается, но, конечно, такого улусизма уже не осталось, как... Ну, это не принято, это не культурно считается говорить человеку там такие вещи, да, хотя они могут про себя где-то говорить, у себя дома что-то может быть, да, но публично выносить у нас это не принято.
Поэтому даже нас не принято спросить, публично спрашивать, а вы откуда, вы кто? Вы там Тургут, Дюрвют или там... У нас это не принято, это правило плохого тона считается. Вот если я такое публично задам вопрос, вот по радио, допустим, кого-нибудь, меня потом калмыки слушать не будут вообще. Потому что скажут, ну что за этот улусит какой-то ненормальный. Вот поступают к нам прямые звонки в прямом эфире. Немного погодя, мы ответим на них. Я вот хотела еще добавить вот вопрос такой, все равно сравнить, потому что я помню еще поколение 60-х годов, когда вот они обучались на родном языке многим общеобразовательным предметам. Вот было ли такое в Калмыкии? Я же говорю, когда вернулись, первые 4 класса было чисто на калмыцком языке образование. То есть и математику преподавали, Все, да, потому что дети были, я же говорю, люди, вот мне одна женщина говорила, что я приехала из Сибири с родителями, с мамой в 7 лет, я не знала русского языка. И многие такие были, особенно те сельские, которые привыкли дома только на родном языке говорить. Так, звонок в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, Сэмбана. Да. Это кто? Бурят ФМ, радиостудия. У нас в гостях калмыцкий блогер. Да, хорошо, понял. Ваш вопрос. Мой вопрос такой. Я бывший Сагинского округа. Переехал сюда, уже живу лет как 10. Угу. А так-то сам по себе я родом из Красноярского края. Вы там родились, да? Я там родился. Угу. То есть, тогда можно меня считать, что и считают сыном кулака. Угу. И вчера я слушал вашу передачу, не мог дозвониться. Угу. Там это гость наш, как его зовут? Ларри Наранович, он вас слушает. Вы можете задать ему вопрос. Ларри Наранович, здравствуйте. Здрасте. Я по такому вопросу. В Красноярском крае родился в Емельяновском районе, поселок памяти 13 борцов. Переехал на родину отца в 49 году. Угу. И там в Красноярске жили мы, калмыки. Со мной он на 1 год младше меня, Аишеев Зурган. С ним вместе мы играли. Но у него, правда, одна мать была. Жили в двухэтажном здании, бараке. На верхнем этаже жили мы вместе с ламами Агинского округа. Угу. И жил там Гамбоев Рамударджа. Это бывший Хамбалама и Волгинского Датсана. Да, да, был такой Хамбаламай Волгинского Датсана. А ваш вопрос в чем? Будьте добры, время просто идет в эфире. У меня вопрос. Вы что-то хотели не раз там говорили, что власть, российская власть не изменялась в том, что провели депортацию. А зачем вам это изменение? Это изменение же на хлеб не намажешь. И не дождешься на это изменение. Лучше надо требовать, чтобы они социальный, моральный ущерб каждой семье восстановили. Угу. Это ваш вопрос, да? Так вот, отвечаю. Знаете, помимо материального еще есть моральное, да, вот все люди смотрят материального, там на хлеб не намажь и прочее, да. Я думаю, что для того, чтобы восстановить наши
материальное, так скажем, да, то есть, чтобы нам восполнили наши там материальные потери и прочее, вот именно необходимо в первую очередь это извинение государства. Если государство принесет извинения, на этой почве уже юридически можно оформлять и другие, так скажем, материальные вещи, которые должны нам восполнить, допустим, да. Если государство скажет, да, государство поступило неправильно в отношении калмыков, то уже на этой почве можно строить другие отношения, и в том числе восполнение каких-то материальных потерь. Вот в этом речь. Нам, конечно, не нужны их извинения, по большому счету, да. Я не о том, что говорю, что мы их ждем извинений. Вы не поняли меня. Я говорил о том, что до сих пор не принесены извинения, а это значит, что можно делать вывод, что к нам, калмыкам, также и до сих пор относятся, как относились при Сталине. Вот это я хотел сказать. А если действительно государство поменяло к нам отношение к калмыкам, если действительно считает нас российским полноправным народом, оно должно хотя бы заикнуться о том, что калмыкам это сделали неправильно, и вот вам хотя бы по 18 рублей каждому. Спасибо. Спасибо, на ваш вопрос ответили. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо. Большое вам спасибо за звонок. Я бы хотела напомнить, что нашим слушателям, что Ларин Аранович наш гость, он учредил свой приз, свою книгу «13 чакр». Еще один звонок, прямой эфир. Алло? Алло. Сэмбэно? Здравствуйте. Сэмбэна? Ларин Аранович, Да. вопрос. Численность калмыков, живущих в Афганистане. Айратов, да, вот потомков Да. хазарейцы. Да, хазарейцы в основном это потомки айратов, это монголоязычные, которые хазарейцы, потому что среди хазарейцев еще потомки киргизских там родов и прочее, да, но те, кто касается, допустим, монголоязычных хазарейцев, да, это все потомки вот айратов, которые участвовали в походах в Хулагу. Естественно, что у Хулагу в основном были айраты. Ну, по разным данным, там, от 2 до 3 миллионов их там, что ли. Людей численность. От 2 до 3 миллионов примерно. Ух ты. Но они в основном уже забыли язык, хотя они помнят, там один Ларин Иванович, во время Афганистанской войны, когда наши были там, солдаты рассказывали, что в горах они слышали калмыцкую речь. Да, это было такое интервью. Кстати, мой отец об этом тоже писал. Он разговаривал с одним бывшим бойцом в Афганистане. Тот вспоминал, что да, в каком-то бою он начал кричать по-калмыцки ругательства, и с той стороны там тоже ответили, ну, в смысле, очень удивились, и там были перепалки на таком похожем языке. Но дело в том, что у них очень большая примесь уже пошла же из этих. Ну, я понял. Теперь еще один маленький вопрос. Там есть село или деревня Наим-Нава. Чего? Наим-Нава. Вы имеете в виду район Наин-Нава в Ираке? Не в Афганистане, это это в Ираке. А я перепутал, извините. Ага. Да, мы про это уже говорили, да, в одной из предыдущих передач, да, кстати. Вы не слышали? Мы уже говорили, да, то, что у бурят есть такая песня, да, и мы вот пришли к выводу, что, скорее всего, это те вот потомки участвующих в составе войск Хулагу, которые были там, и потом они эту всю песню об этой провинции они воспели в этой своей песне, которая сохранилась до сегодняшних дней. Да, скорее всего, это потомки вот тех завоевателей в составе Хулагу. Спасибо большое. Вам спасибо. Вам спасибо. Такие вот звонки поступают. По поводу книжки, да, действительно, мы вчера забыли напомнить. За лучший вопрос. Моя книга в электронном виде «13 чакр. Рассказы начинающего буддиста». Там книга интересная тем, что там показаны правила буддийского поведения и прочее, но в форме рассказов на собственном опыте. И эти рассказы часто изобилуют даже мистическими такими какими-то событиями, на первый взгляд мистическими, но для буддиста они как бы объяснимы. И я думаю, что она для всех будет интересна. Я думаю, те, кто у нас, допустим, в Калмыкии читал
они все говорят, что они стали замечать после этой книги свои знаки, которые они раньше не замечали. Они очень, кстати, важны в нашей обычной мирской жизни, поэтому книга этим интересна. И еще один момент. Многие буряты приобрели эту мою книжку, еще будучи в Элисте. В прошлом году у нас были учения буддийские в нашем центральном храме. И я знаю, что буряты покупали, бурятки особенно, и с удовольствием читали ее. Поэтому книга, я думаю, приз будет интересен для почтения. Да, обязательно. Спасибо, Ларин Наранович. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы нашему гостю не только в прямом эфире по телефону 588-300, но и писать по СМС 8-924-457-8908. Это Вайбер и Телеграм Бурят ФМ. Кстати, вот вчера был вопрос, да, и мы, кстати, передача закончилась, и мы не успели его озвучить, да, вот от какой-то женщины по поводу совместных читок, да, молитвы, да. Давайте, вот завтра у нас будет передача, посвящена буддизму, завтра день рождения Будды, 15-й лунный день, как раз в Юрсару, по-бурятски будет Асару. Завтра мы на этот вопрос и на другие вопросы тоже с удовольствием ответим. Хорошо. И я еще раз хочу вернуться к тому, к советскому периоду времени, к языковому вот вопросу, который больной, общий для нас, для двух наших народов, да, и как раз сегодня у нас день Осинского и Боханского районов, да, и как ни странно, да, вот мы любим кичиться там в республике, что мы тут центр бурятского мира, а между тем я скажу, что вот наша гордость — это то, что в Осинском районе до последнего времени работала школа вот с таким преподаванием на родном языке в начальной школе. И вот Осинский район — это вот, наверное, флагман в Иркутской области по сохранению бурятского языка. А вот в Калмыкии когда такие школы исчезли? В 60-е годы. Я еще скажу больше, я еще раз говорю и буду всегда повторять. Я всегда смотрю с буддийской точки зрения, не с мирской. С мирской можно объяснять хоть что. С буддийской объяснение одно. Мы дхармические народы. Мы народы, которые приняли дхарму, то есть буддийское учение. Это буддийское учение, оно очень неудобно для тех темных сил, которые сейчас вот в мире имеют власть, да, потому что, еще раз напомню, сейчас по-буддийски Кали-юга, время упадка, время правления демонов. И, естественно, в это время, вот этот период, который в этом году заканчивается, один из самых темных периодов Кали-юги, да, нельзя сказать, что он вся кончается, но самый темный период, допустим, вот заканчивается, говорят, в этом году, да, завершается. И вот эти годы все, в том числе и репрессии по отношению к нашим народам, война, депортации и прочее, да, и в том числе вот исчезновение наших языков, да, попытки, это все звенья одной цепи, это попытки выбить из-под нашу почву. Почему? Потому что все наши учения, они все на наших родных языках, вот, в том числе и буддийские учения. Естественно, в сущности хотели у нас его выбить. Прямой звонок, прямой эфир. Алло. Алло. Амурбанде. Самеля. Это про Калмыкию разговариваем, да? Да, разговариваем о Калмыкии уже 9-й раз, 9-е интервью. 9 раз, это хорошо. А то я первый раз не радио включаю, другие все. Корону замаливаю, корону. А сейчас я насчет этого, вот этот Калмыкии, как его зовут? Ларин Наранович. Ларин Наранович. Но я сам родом с Селигинского района, Субурдоха. Но сейчас такого села нету. Это там Аршавала. И у меня все время, когда я родился, у меня бабушка все время говорила, что, говорит, ты хун. У тебя родин писал, как у этого, как у Акилы. Акилы погиб где-то там. Гунны, это я до сих пор никак не пойму. Что-то наши буряты про гунну забыли, хунны. А вот на левом берегу кто еще время, археологи копают, конкретно ничего про бурят. Но еще я хотел, вот, Радим Пятно у меня до сих пор, но я старый стал, но это Радим Пятно как раз это у Атилы было такой раз, он вообще в бою непобедим был, говорят. Но так, только его могли... давайте по очереди. Да, давайте по очереди. Ага. Конечно, ваш вопрос не совсем по теме, мы разговариваем сейчас. Но... Я могу еще спросить по теме. Насчет бурятского языка. Я в школе, меня мать всю жизнь директором школы поднимала Бурятию.
добавили на Курган, Нину Кузнецову, все эти отсталые школы после революции. Вопрос, Но пожалуйста. Вопрос, ага. Я хотел спросить фамилию, имя забыл. Ларри Наранович. Не важно имя мое, важен вопрос. ладно. Имя не важно мое. Важен вопрос. Ага. Вопрос, да. Люди ждут. Вот вы родом, все время мои старики говорили, там такая есть Элис, говорит, наши, говорит, предки там живут. Но они схожи с нашими. Монгольское, это натурально монгольское. Это Элис. Вопрос, пожалуйста, вы отнимаете время у других. Хорошо. Вопрос. Вы языка говорили, это калмыцкого. Да, это правильно, надо понимать. У нас в Бурятии тоже было. Ваш вопрос, пожалуйста. Я вынуждена буду вас сейчас отключить. Ваш вопрос. Какой вопрос? Как я могу сказать? Хорошо, все, до свидания. Давайте мы на первый вопрос по гуннам зададим. И да, все, спасибо. Я не понял про гуннов, что? Человек считает, что он потомок гуннов, потому что у него есть родимое пятно, такое же, как было у Аттилы. Какое отношение имеет буряты к гуннам? Так у всех монголоязычных темное пятно есть на спине. Он думал, что он один, что ли, такой? Это везде, у всех калмыков также, у всех. Кстати, у японцев есть, да? У корейцев, по-моему, есть. Ну, частично. Да. У многих, да. У китайцев нет. У монголоязычных у всех есть оно. Я не понимаю, почему. Во-первых, гунны уже доказано, что они тюркоязычные были. Да, если вы тюркоязычный, тогда вы не бурят, наверное. Я не знаю, может быть, потомок Аттилы, не знаю, может быть, действительно там... Наверное, только поздравить вас остается. Вам только остается доказать, что свое ваше имперское происхождение, так скажем, ханское. Но я еще раз хотел попросить, да, вот я буддист, как бы немножко надо я свое убирать. Вот вы звоните, чтобы задать вопрос, вы больше всего рассказываете что-то про себя. Да, вот еще один звонок в прямом эфире. Да, давайте попробуем сразу же. Алло, Сэмбана. Алло, Менде. Менде, Тане Асудал. Бина как раз при мне земля в Сулангена районе всякому нёса, гуны, то-то, сё-то. Ага, тихо. Ларри Наранович очень хорошо ответил, я считаю. У меня такой вопрос. Будем буряты, буряты, калмыки. Вроде буддисты, такого у нас только мы буддисты в России. Почему мы свой язык забыли, Другие эти республики почему почему здесь буддисты? Почему здесь буддисты? Я спрашиваю. Ну вот мы забыли язык, допустим, в советское время, когда у нас все храмы были уничтожены, все священники были буддийски уничтожены. Вот поэтому мы и забыли, что у нас буддизм отняли, да? Во-первых. Во-вторых, тувинцы, буддисты, они не забыли свой язык вообще. Я хочу спросить, вот почему мы забыли? Почему здесь буддисты, я не понял. Мы, буддисты, должны свой язык знать. Мы его и восстановим, потому что мы буддисты, мы ничего не боимся, мы никаких обстоятельств, мы его и восстановим, и все. А почему мы забыли? Почему мы забыли? Знаете, давайте не будем копаться, почему мы забыли, давайте будем искать причины, поводы для того, чтобы вспомнить и заговорить о нем, да? Кстати, по поводу языка я хотел бы как со стороны сказать. Я очень восхищен тем, что у вас сейчас всплеск такой, да, во многом, кстати, благодаря этому радио Бурят ФМ, потому что то, что началось, особенно они правильный выбор сделали по диалектам, хотя у вас многие недовольны, что по диалектам, но я считаю, что это выбор правильный, потому что у многих свой интерес к своим диалектам возник, и люди стали интересоваться языком. Я со стороны это наблюдаю, я просто восхищаюсь, да, как люди стали больше говорить на родном языке, пытаются говорить. Я считаю, здорово, если вы начали говорить на своих диалектах, это очень хорошо, это будет развиваться. Пройдет время, создадутся условия, эти диалекты сами собой пропадут. Никто их приказом с Белого дома, с Дома правительства их не сможет убрать, да? Это все естественный процесс, поэтому все разговоры о том, правильно ли на диалектах говорят или неправильно, я считаю, надо прекратить. Это очень хорошо. И у нас положение в Калмыкии очень плохое с языком. Очень, намного хуже, чем у вас. У нас вообще не дожиру, быть бы живу.
Мы хотим, мы с удовольствием плясали бы от радости, если бы наши все молодежь и прочее заговорили бы на своих диалектах. А у вас наоборот. Один там звонит, учит, что там ведущий, оказывается, не так, не по-агински здоровается, и что там, как выше ставить себя, чем представитель другого, там, тем более та же Хори она, такая же Хори. Просто она бы... У нас, наоборот, было бы, радовались бы, что если бы у нас молодежь бы на своем языке, как бы они там ни здоровались, на своем диалекте, не на своем, наоборот, бы подходил бы, обнимал бы их, целовал бы за это. А у вас, у вас как-то каждый у себя хочет выше свой диалект поставить. Для чего это? Я не понимаю, для чего? Это комплекс неполноценности, что ли? Наоборот, вы должны друг друга обнимать и говорить: брат мой бурят, как прекрасен твой диалект. Я думал, у нас только один диалект, а у нас, оказывается, столько. Бурятский язык такой, оказывается, богатый. Другие позавидуют. Такой малочисленный народ, а такие диалекты классные, сколько их, да? Каждое слово имеет по сколько синонимов. Вы должны этим гордиться, а вместо того, чтобы друг другу пихать, что вот там мой диалект лучше. Вот когда вы это перейдете, да, вот эту, у нас немножко разные обстоятельства, у нас единство все-таки побольше, и мы на эту тему не заморачиваемся. Но мы по-другому мы восстанавливать свой язык. Вы должны восстановить его, вы его восстановите только тогда, когда вы прекратите делиться друг на друга, смотреть как на чужого. Когда вы прекратите говорить, что западный бурят и восточный — это два разных народа. Вот когда вы это прекратите, когда вы начнете друг друга в каждом прохожем буряте родную кровь чувствовать, как мы, калмыки, чувствуем, да, друг другу кровь, вот тогда вы станете действительно авторитетным, великим народом в составе великой Монголии, монгольского мира, да. И буддийские ламы давно говорили, тибетские буддийские ламы очень серьезные говорили, что монгольский мир объединится. И объединится ментально. И чтобы это объединение произошло, я закончу. Вот мы говорим, что мы, калмыки и буряты, один народ. Да? Ну, вот мы едины, а у вас нет такого единства. И как вот мы можем сближаться, если вы между собой даже сблизиться не можете? Ларин Аронович, я с вами полностью согласен. Мы не едины, как буряты, как калмыки. Вот вы немножко меня неправильно поняли. Мы буддисты. Вот наш Хамбалама Дамбаюши, такое впечатление, он только один переживает за наш бурятский язык. Он диалекты восстанавливает, и радио создал, и газеты хочет, и все препятствие идет. Вот в чем я хотел сказать. Препятствие в наших головах. Я еще раз говорю, когда вот этот дедушка звонит какой-то вот с Агинского и говорит, что вот этот сидит тут другая же Хори сидит, Туяна, и он ей говорит, почему вот ты не так здороваешься, как в Агинске, да? Ну для чего это? Это идет же на разделение. Какой вообще смысл в этом? Наоборот, ты скажи, слушай, какой у тебя прекрасный диалект, а? Слушай, я думал, там мы только вот в Агинске, там, оказывается, вот другие Хори тоже так здорово по-своему говорят, там, или западные, или что, да? Наоборот, гордиться надо, что у вас столько диалектов-то, елки-палки, такой язык богатый, а вы друг друга опять за ноги вниз в котел куда-то. Да, ну так же нельзя, в конце концов, буряты, очнитесь, немножко все-таки, я понимаю, обрусение — это страшное дело, да, калмыкам намного больше досталось. Мы, может, язык потеряли, но мы дух внутри, свой стержень не потеряли, именно благодаря буддизму. Мы язык восстановим. А нам дух не надо восстанавливать, мы язык восстановим, у нас дух есть, мы на этой базе все сделаем. И вам того же желаю. Калмыки восстановят. Да, и мы верим в то, что и буряты это все восстановят. Просто вам нужно вот это, чтобы в вашем обществе вот это перестало вот это деление быть. Наоборот, обнимите друг друга, скажите: брат бурят, мы одной крови с тобой, одной веры. Ты говоришь на таком диалекте, я на таком. Слушай, какой у тебя прекрасный диалект, давай друг друга учить. Спасибо. Спасибо за звонок, очень подробный ответ. Спасибо вам, Ларин Аронович, очень эмоционально вы отвечали. Ага. И я бы на этой такой высокой очень ноте хотела бы предложить послушать песню и самим вот услышать, насколько прекрасен калмыцкий язык в песне. Көгөрүлчки бәжә. Боуч уржотсын кевте. Нек хойр урун дөрүн.
çamağı bağın öre üzlev Dertagası zürgüm ağlaç Yaxsın sen terasın çibileç Halime kükünmin Yo yo Naran yo 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 Erde kükünmin Naran yo 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 Nanta yo Halime kükünmin Yegdepçe Her üç amağı üzev Her demette bir şamtan yüzüv İşkın digen Tavşur çamde bilet Ne için mether Sure Зухарю солнце Я не понимаю вас. Говорите нормально, я не понимаю по-калмыцки. Ты гасконец, да, походу, с колхоза? Йо-йо Йо-йо Наран-йо Йо-йо Halime kelen dasxın Yaxın kökünü yağacaqmış Akat yung kelcaqmış Uçqın üstte har bolnaş Halime kelme seşnaş Nanta kökün xayqınçın Dörskün kelen dasxınçın Dala kökü dağırxın Halimıqtan şan derglüxün Halimın gazran derglüxün Dala kökü dağırxın Dörskün kelen dasxın Erde kökünü min Саре Риса. Колесо времени. Ларин Арадович, как раз прозвучала шуточная песня и как раз в тему вот нашего последнего разговора о языке. Да, песня хорошая, Виталик Бога сочинил. Кстати, он вот именно в тему потери языка. Он ее сочинил благодаря одному случаю, когда в центре Листы он подошел на паде к девушке и обратился к ней по-калмыцки. Она ему ответила: говорите нормально, я не понимаю калмыцкого. То есть как это нормально? Что, значит, по-русски это нормально, по-калмыцки ненормально, что ли? Ну вот он решил эту такую шуточную песню написать, и я думаю, она получилась у него. Да, действительно, очень прекрасная песня. Ну, а мы давайте завершим все-таки вот эту больную общую тему. Мы примерно разобрались, было много звонков, почему и буряты, и калмыки примерно в одно время начали утрачивать свой язык, да. И давайте перейдем к другой проблеме советских времен, которая была в Калмыкии, да. Еще один звонок в прямом эфире. Алло? Самбанас. Самбано. Я родом из Сосенского района. У меня вопрос Ларин Нарановичу. Я вчера или позавчера звонил. У меня вопрос такой. В калмыцком языке есть слова, начинающие с буквы «К»? Да много. Много? Вы можете радио выключить, у себя эхо идет? Сейчас. Ага. Угу. Дело в том, что я в детстве соседская бабушка, но внук плакал, падал, что-то выпрашивал. И бабушка выразилась «Хатаржан, бале и ухага».
Я все так и запомнил, а потом в какой-то передаче узнал, что это от слова «каторжанин». Ну, Да. как в Сибири много по этапу проходили, и это слово, видимо, был, каторжане всякие были. Ну да, Ну, но в как бурятский бы- язык перешло как хатаржан. Ваш вопрос в чем? Да. Вот я задал вопрос Ларе Нарановичу. А есть ли в калмыцком языке слова, которые начинаются на «к», да? Да, много таких. Кирик, там дело, да? Кегарин по делам, там много слов. Ага. А я бурятскую тоже вспоминал. Что-то на «к». Нет, ну у нас же как, у нас же в языке вот из-за того, что мы немножко отличаемся в том плане, что у нас там, где в монгольских языках, допустим, других «х» буква, то у нас да? у нас Колун «к», говорят, допустим, да? ну, Но исходя из этого, еще вот этот у нас есть район, его как Акинский говорят. мгм. И вот даже генерал Ака, его имя не Ака, но как бы старший брат. По-русски и в салон Ака. Мгм. Мгм. На ваш вопрос ответили? У нас, Алло? ну, там, кархэ уничтожать, качхэ, да, очень много слов таких там. Да. Вместо халуна говорят да. калюн. Не, халун у нас также и говорят, халун. Просто у нас вот есть такие слова, катн, ну, в общем, кавдюр, ну, это у нас канур, там, в общем, у нас очень много вместо хэ, к букв, поэтому как бы у нас это не проблема. Мгм. Понятно. Хорошо. На ваш вопрос ответили? Алло. Спасибо. Спасибо. Да, Спасибо вам за звонок. А мы продолжаем. Мы возвращаемся к советскому периоду, когда республика восстановилась. И спасибо, Ларе Наранович, очень были мы горды узнать, что по уровню жизни тогда Калмыкия была даже лучше, чем Татарстан вот в советское время, да. Но при этом были и проблемы, естественно, с коррупцией. Этого не могло не быть, если вы говорите, что икру ложками ели, да. В таком богатом регионе не могла не процветать в советское время коррупция. Вообще регион Юга России, это вообще уже в советское время был, уже мафия зарождалась, криминальный очень регион на тот момент, да. И вот хотелось бы рассказать немножко об этом периоде тоже, поскольку к борьбе с мафией тут, причем не в Калмыкии только, а вообще по всему Югу России имела отношение тоже наша фамилия, да. Мой родной дядя, генерал-майор Владимир Иванович Илишкин, младший брат моего отца, стал главной фигурой в этой борьбе. Вот я уже как-то статью уже писал на эту тему в Азии Рашидели, здесь пару лет назад. И вот интересный факт такой, чтобы вы понимали, что не все так просто было в советское время. В 1978 году Басан Абдулович ушел на пенсию, и вместо него пришел некто Никулин, сам со Ставропольского края. Как потом оказалось, он друг юности, молодости будущего генсека Горбачева, да, здесь. И вот он, видимо, протеже был, потому что Горбачев уже тогда силу набирал. И он пришел к власти, и так получилось, что он в 80-м году в Министерство внутренних дел возглавил вот, мой дядя. Тогда в системе МВД Калмыкии было процентов 15 калмыков всего. И естественно, что дядька начал набирать национальные кадры, поскольку больше хотел, наверное, полагался на своих. Почему? Потому что, допустим, пришли там замминистры, они занимались там, уже тогда занимались крышеванием там подпольного бизнеса какого-то, да, там один из заместителей министров внутренних дел занимался там крышеванием бизнеса такого, как воровство угон скота в Дагестан, допустим, из Калмыкии, там еще один. Вообще, на тот момент грузовиками наличные вывозили из Калмыкии, представляете, вот, республика богатая, очень все было, да, и грузовиками вывозили. Офицеры исчезали, гаишники исчезали, которые увидели все это, то есть, или были убиты и прочее. До министра внутренних дел Петров, который был до моего дяди, он застрелился, там, начальник БХСС там сел на 12 лет, там еще один замначальник уголовно-розыска листы застрелился в собственном кабинете и прочее, прочее, прочее. Это коррупция была, они тогда, но тогда они хоть стрелялись, да, сейчас они даже и никто не будет стреляться, да, из коррупции. И вот моего дядю поставили, чтобы он навел порядок, да, и он принялся и вышел на мафию, которую вот из Калмыкии нити вели в Краснодарский край и Кавказские республики. И, как оказалось, вот всем за этим стоял самый вот первый секретарь обкома партии.
Никулин, и его любимчик Белозеров, на тот момент глава района, откуда все это происходило, да, и дядя мой начал раскрутку этой мафии, он привез из Тулы начальника БХСС, который, не был ни с кем связан в Калмыкии. И этот очень честный офицер оказался, да, у него даже пытались украсть ребенка, эти мафиози. Но там в советское время да, в советское время, ребенка? да, подъехала машина и стали ребенка звать, хорошо, бабушки там, которые во дворе раньше много сидело, вот, они там шум подняли. Было нападение на него даже, он отбился, здоровый был такой, да, этот начальник БХСС. Мой дядя всегда приходил с отцом, они, я помню, ходили, советовали, там, ему что-то на улице, да, чтобы никто, наверное, не послушал. Я помню эти времена, когда один из БХСС, человек, который верен был дяде, подошел к моему отцу и сказал, может, своего сына в армию отправите, потому что ситуации серьезные могут быть и на родственников всякие, да. И отец меня спросил, пойдешь в армию? Я говорю, конечно, пойду. Тогда же было как бы не принято не идти в армию. Вот. И вот дядя все сделал для того, что потом первый секретарь, чтобы спасти этого Белозерова, поставил его кем? Председателем Верховного Совета Калмыцкой ССР. Дядя пошел до конца. Его вызывали в ЦК. И дядя мой ответил в ЦК, если за каждого... Его, напугали тогда выговором. А выговор — это конец карьере. А дядя мой тогда смело ответил, сказал, что если за каждое громкое уголовное дело я буду получать по выговору, я на это согласен. И он довел дело до конца, он сам полетел, да, Белозерова посадили все-таки, доказательную базу он нашел. У нас был такой директор рынка Наганюк, которого КАМАЗами вывозили из его дома добро всякое, да, то есть он, эту всю мафию расколол. И на тот момент он победил, и вынужден был сам уехать, конечно, покинуть, потому что его тоже сняли с работы, мафия. Но тем не менее, и когда я уезжаю, ему позвонили и сказали, мы до тебя доберемся, дядя смело ответил, желаю удачи. И вот карма. Грузовиками вывозили, да, деньги наличные. И вот этот бывший первый секретарь обкома партии Никулин, который потом на свою родину в Ставрополь уехал и преподавал там, он погиб под колесами грузовика. Вот это карма для тех, кто ворует. Пусть они запомнят. А для тех, карма у тех, кто честно работает, кто соблюдает законность и думает о народе и о стране, карма другая. Вот этот Ген Шакья, про которого говорил очень мощный лама, я его пригласил на похороны дяди. Дядя приехал, в Москве жил, но приехал в Элисту и через несколько дней умер. Представляете, он как будто на родину приехал. И так получилось, что наш лама, вот это знаменитый, я его спросил, генерал, карма плохая? Он говорит, ваш дядя может переродиться ламой в следующей жизни, потому что он увидел, какой он человек. То есть у всех разная карма. Это какие вот годы были, как раз вы рассказываете? 80-85 годы, то есть перед перестройкой вот он боролся, да, с этой мафией, то есть уже зарождалась эта мафия, уже на юге России она серьезно работала. Я говорю о том, что какие разные кармы у людей. Да. Вывозили деньги наличными, ворованные, да, с грузовиками, попал под грузовик у себя дома. А дядя мой, который с мафией боролся, да, несмотря что по-буддийски считается, что карма у генерала плохая, ему очень серьезный лама увидел, что он может переродиться ламой в следующей жизни, потому что, то есть у него благое перерождение, он человеком переродится. То есть независимо от того, что он был генералом, он вел себя честно и думал о народе. Вот это и есть буддизм. Смотрите, мы подходим как раз к завершению, получается, советского периода в истории еще Калмыцкой Советской Социалистической Республики. Вот как перестройку, гласность встретила республика? Может быть, появились вот запретные ранее темы, публиковались, тем более ваш отец был известный. Да, сразу было так открыто. Вот действительно был тогда был реально плюрализм мнений. Я помню, конечно, начало особенно 90-х, да, вот действительно была демократия очень на серьезном уровне. Да, вот если на Верховном Совете реально была борьба в Верховном Совете Республики за то, что там кого назначить редактором газеты, да?
То есть голосование проходило честно, все это вот. Я помню, на тот момент, кто был у власти, отец мой очень серьезную роль в этом играл, хотя он считался как бы простой журналист, даже не журналист, он не профессиональный журналист был. И он мог влиять на те процессы, да, и почему? Потому что он именно у народа имел авторитет большой. Почему? Потому что он писал о людях. Вот именно в 90-е, во второй половине 80-х, когда открылись вот эти окна наши, все железные занавес убрали, и тогда очень много отец нашел родственников за границей для калмыков, для других. Другое дело, что не каждый себя так повел достойно, да, но для отца это не было важным. Он им искал, он сам звонил часто. Вот хочу Саше Джимбееву сказать большое спасибо, когда он, будучи тогда министром в 90-е годы, он стал министром спорта, он помогал отцу финансово именно вот по звонкам за границу, потому что деньги стоило, тогда же не было сотовой связи. И потому что отец искал родственников для других там известных калмыков за рубежом, да, он звонил часто. И узнав об этом, Саша Джимбеев вот помогал ему деньгами, чтобы он именно звонил, ну, не за свой счет. Такие люди тоже были. Но время, конечно, тогда мы не знали, что за время приходит. Время приходило очень неоднозначное, тяжелое, особенно для таких, как отец. Да? Мы еще молодые, мы могли как-то, да, сломаться, да, как-то прогнуться под время или что-то там, да, ну, такие, как отец, они этого делать не могли, и поэтому для него это было что-то страшное, когда на его глазах республику восстанавливали, он видел одно. Да, это вот поколение, которое восстанавливало республику. А потом все рушилось на его глазах, это другое уже. Поэтому, конечно, но все равно отца уважали вплоть до... Какая бы власть ни приходила, она даже вынуждена была его уважать, потому что его уважал народ. Ну, Ларин Аранович, мы с вами практически за 9 передач обозрели большую историю. Вопрос в прямом эфире примем, короткий, да, очень быстро. Раз. Алло, Сэмбэна. Здравствуйте, Эмбэна. Я уже 8 дней, по-моему, выступает товарищ. 9, сегодня 9-я передача. Ну ладно, не суть важно. Но я-то абсолютно против. Вот кто бы из бурят, я буду на русском говорить, потому что он не поймет, видимо, так я понял. Вот я, например, с Агинского родом, да, и вот я пример приведу, а потом вопрос я в конце задам. Что, например, в Агинске первым секретарем Могилевского райкома был кабардинец. Вы никогда, наверное, не слышали такого. Он много лет проработал, я с ним работал потом в обкоме. Так вот, а депутатом от Агинского был Кобзон. Знаете об этом. А теперь я в Бурятии живу, вот знаю Генова, Цыденова, его отец с Агинского округа, кстати, с Могилевского района, ну и так далее. Я много слушал мнений и выступлений Кирсана Римжинова. Потому что я бывший партработник, я вам уже говорил. И вот для чего вот это языки и прочее, для чего у нас в Бурятии товарищ из Калмыкии выступает, это ни к чему не ведет. Я вам говорю правду, потому что Гордеев нас умер, правда, с Агинского. Вы его не знаете. Вы вопрос, пожалуйста. У нас идет к концу прямой эфир. А я вопрос задал уже. Я сказал, для чего вот это все? Для чего вот это все? А что, я не имею права? А что, я не имею права вам сказать, что ли, свое мнение со стороны или что? А что? Нет, что я... Хорошо, конкретно, что я плохого сказал? Интересно, вы начинаете. Вы на Москву не выйдете. Вас там не допустят. А, блядь, за деньги ФМ-радио я знаю. Я недавно... Я бы тоже... За какие деньги? За какие деньги? Я большие деньги имею, я бы мог выступить, но я не желаю этого. Мы никаких денег по поводу Москвы. Я буквально недавно на днях выступал по московскому каналу, да? Эхо Москвы. Я на Эхо Москвы выступал, потом я на московском... Потом я выступал на московском интернет-канале, меня московские коллеги мои предлагали, причем очень серьезные коллеги из совершенно секретного журнала, из других. Меня позвали, я там выступал, часовое интервью давал, потому что говорить о том, что меня на Москву не пустят, да, знаете, надо сначала что-то знать. Если вы недовольны тем, что... Я знаю.
Нет, я не знаю. понял. А что здесь такого, что я сказал? Нет, Почему? Чем вы недовольны? Я не понял. Нет, я не... Да, вы... Вот это вы правы. Я недоволен. Вам бы в Калмыкии и так далее, или в Монголии выступать. Мне друг сказал, вы по коронавирусу здесь остановились в Улан-Удэ, поэтому вышли на этом радио. Хорошо. Я в Монголии Хорошо. уже неоднократно интервью давал. Очень много интервью дал в Монголии. В Калмыкии тем более. Поэтому, Я в курсе уже. к чему вы тогда? К чему вы говорите? Почему не может выступить почему я в Бурятии могу? Чего это вас так задело? Да никто не задаст такой вопрос, потому что Какой? я бывший советский работник. Я еще вам скажу. Вот Шенехенский брат, как зовут, Агинский округ в свое время такое достигло в своем развитии. Я не понял, что вам конкретно не понравилось? Почему вы молчите? Да, почему вы молчите? Почему молчу? За какие деньги? Кстати, подождите. Сейчас вот здесь вот сидят здесь при совете радио, да? Они вас бесплатно пригласят, я думаю, на разговор. Конечно, а вообще почему вы решили, что мы берем деньги с гостей? Вы понимаете, вы знаете, сейчас вы меня конкретно оскорбили. Вы считаете, что я... Да, вы считаете, что я за деньги пришел сюда? Я деньги свои заплатил, что ли, или что? Не. Потому как много времени, кто сколько времени отдает ФМ-радио, я сразу чувствую, кто сколько Макбетский район, Дульдугинский вообще денег не дает и так далее. Насчет этого-то я знаю очень хорошо, что как держится радио. Слушайте, знаете что, я бы на месте радио на вас бы в суд подал и оставил вас без штанов, вот честное слово, за такую клевету. Вы партработник, вот у вас язык, язык у вас партработника тоже, да? Вы просто людей, вот так же нас, калмыков, в предательстве обвиняли абсолютно беспочвенно, да? Так же и сейчас вы вот такие же партработники. И вот такие же партработники сейчас меня обвиняют в том, чего я не делал. И это вас не красит. И вы, если вы мужчина, скажите мне это в глаза при встрече. Хорошо. Все, до свидания. Я же вопрос задал. Все, до свидания. Все это, вот, например, шенехенские буряты, там в Китае, я у них... Нет, все, ваш вопрос мы услышали, мы сейчас на него ответим, у нас завершается прямой эфир. Какой вопрос был? Вопрос был, почему мы так много времени отдаем нашему гостю из Калмыкии, да? Вопрос, видимо, был мне, не сколько нашему гостю, Ларе Нарановичу. Но я думаю, судя по нашим комментариям, по нашим вопросам, звонкам, это очень понравилось нашей аудитории. Вот нашелся один единственный представитель, который... да, сейчас вот звонит другой человек. Я надеюсь, что звонит наш слушатель. Алло? Алло, Сэмбана. Ага, добрый вечер. Добрый вечер. Радио выключите, пожалуйста. Радио выключите, эхо идет. Ага, и очень быстро, пожалуйста. Ага, Туяна Зуевна. Владимировна. Лария Странович. Мне стыдно за моих земляков, которые вот так выступают, и особенно за последнего. И вообще выходят вопросы, не задумываются, какие вопросы задают, и вообще мне ваши передачи очень нравились. И даже когда поют на калмыцком языке, когда вот узнаешь родной язык тоже, ну, у нас все одна группа, монгольский мир, поэтому язык и слова все родные, поэтому очень многое можно даже понять, даже из тех же песен. Поэтому большое спасибо, я всех благодарю вас за ваше здание, за ваш ум. Спасибо. Очень много в личке пишут, очень много там. Поэтому я знаю, что буряты очень хорошо относятся. 99,9%, да? Потому что очень много отзывов очень хороших. И то, что эта передача так много идет, почему так много времени гостю отдаем, да? Именно ответ вот этим недалеким партработникам бывшим. Вот этот ответ такой будет. Потому что для многих бурят это стало интересным. А радио отслеживает рейтинги. И вот это то, что происходит, для многих бурят это очень стало интересным. Поэтому меня стали все больше и больше приглашать. И когда мне говорят, вас же в Москву не пустят, когда я буквально несколько дней назад выступал на «Эхо Москвы», и я выступал там на интернет-канале в Москве, да, меня очень серьезные коллеги-журналисты приглашали на этот канал, да, я в интернет-канале выступал. И люди, не зная этого, клевещут. Вот эти бывшие партработники, они этим всю жизнь занимались, клеветой, они на других людей, да, о том, что там где-то куда-то кого-то не пустят. Да это его не пустят. Его дальше, его
Его, не знаю, где он там, в каком районе Уланды живет, его дальше оттуда этого района не пустят. Говорит какую-то ерунду вообще. Нет, ну просто есть такие люди, знаете, я как буддист скажу вам, вот я уже недавно говорил, что есть вот предупреждение, Сикюсный во сне предупреждает. Вот это его появление мне еще позапрошлой ночью было во сне показано. И знаете, что было показано? Что он уйдет опозоренный. Вот и так и происходит, потому что сейчас все буряты, которые все это слушают, сейчас его плюют в его сторону. Да. И понятно, и калмыки тем более. Поэтому, если он по-мужски, он должен быть мне после этого выйти вот сюда, вот сказать, я тебе в глаза говорю, это вот то же самое. Но это он не сделает. Потому что я 100% уверен в этом. Да. Потому что они все такие, они вот откуда-то там появляются, и до свидания им. Спасибо вам большое за звонок. У нас эфир подошел к концу. Мы даже превысили время. Я хочу напомнить нашим слушателям, что завтра мы в это же время встретимся. Завтра день рождения Будды. И мы будем обсуждать, наверное, очень интересные высокодуховные темы. Да, и завтра надо ждать вот таких партработников. Вот они любят в эти дни, они очень сильно активничают. Да. Спасибо вам большое, Ларри Наранович, за терпение. До свидания. До свидания. Өсірсін соқсан, тасырсың маған, орғансың кезде білебейдің. Үға деосың, тәнеға санықла, өттім мүлім сардырына. Улан жиреті, Заллата қалымығы Үргін сеткілті Инкір қалымығы Үнді жинаммағы тебір чәмсті Өдіге дәмәсін Таныр таға Өттір болғын қалғы жеуына Улан жиреті Төрді мүтмені Улан заллата қалымы ғод Улан жиреті Төрді мүтмені Улан заллата қалымы ғод Тарихтан байыр таяуна Енік шәріқтен ұлда диріне Өттір соуға Хамдан суға Ечин жансың саған оғым Улан чиреті Zallata halim